Итак, господа, это 1/8 Гран-при, это полулегкий вес, это заключительный поединок в этой весовой категории в рамках Гран-при. Представляю вам оппонентов. Спортсмен в синем углу. Ему 23 года, официальный вес 66,2 килограмма, рост 172 сантиметра, профессиональный рекорд. В 2 боях 2 победы. Его базовый стиль ММА. Он представляет Республику Кыргызстан, город Бишкек. В синем углу Адилет Нурматов. И его соперник в красном углу. Ему 21 год, официальный вес 66,3 килограмма, рост 177 сантиметров, профессиональный рекорд. В 5 боях 5 побед. Его базовый стиль — вольная борьба. Он представляет Чеченскую республику Шатой. В красном углу Шадид Абдурзаков. Рефери поединка Ашот Ашугян Анапа. Ну, кстати, интересно, несколько побольше, что ли, смотрится киргизский спортсмен. В последнее время очень многие научились, в том числе киргизские спортсмены, хорошо гонять. Хотя вот если брать арпометрию, Шадид выше на 5 сантиметров. Ну, по крайней мере, если нет никакой ошибки, так-то кажется, что наоборот. Да, кстати. Жесткие, плотные такие лоу-кики. Адилет Нурматов, в общем-то, уже имеет определенный опыт. 3 победы при отсутствии поражений. То есть, ой-ой-ой, как интересно. Попытался бросить, но тут же сам накрылся. Этот суплекс не прошел. Да. Но и тут же поднялся на ноги Адилет. Ну, он на самом деле достаточно, как это сказать, вообще опасный прием. Ай-яй-яй, ничего себе, молодец. Что симпатично? Симпатичные нестандартные попытки переводов и в итоге даже переводы. Вот попытка ручного, в смысле рычага на локоть, но неудачная была. Сбросил Адилет соперника, тут же пропустил апкик, но не был он столь акцентирован. А вот здесь будет попытка треугольника. Ну, будет искать, конечно. Вот сейчас ищет рычаг, вот локтя, да. ничего себе, интересно. Интересно. Ну, конечно, физически большим и таким атлетично сложенным, кажется, киргизский спортсмен. Единственное ли это его... Ой-ой-ой, ничего себе, шикарный рычаг локтя! Выкручивается изо всех сил Адилет Нурматов. И здорово уходит как. Какой он красавчик. Шикарно. Оба спортсмена сейчас шикарно себя показали. Очень интересно взятый рычаг локтя. Получись, он вошел бы во все хайлайты. А вышел ты как? Вышел, ну вот в стиле первого боя Рашида Магомедова в UFC. Здорово. Таким забеганием в сторону головы. Очень качественно. Там же мало просто забежать. Пока ты будешь забегать, там уже как бы может рука хрустнуть. Он сначала приподнялся на плечо и тем самым запас себе некоторые выторговал, а потом уже, соответственно, начал делать забегание. Ну, это говорит о том, что очень хороший навык и вот именно Да? в грэпплинге. Чувствует обученный тему, спортсмен. Ну, посмотрите, даже вот по стойке, потому как действует Адилет Нурматов, видно, что это высокого класса боец. Да, и уверенный в себе, что в нашем спорте очень важно. При том, что делает ошибки, ну, у нас не делает ошибки только тот, кто не выступает. Хотя, по-моему, это тоже часто ошибка. Вот. А здесь же, да, такая игра, что сейчас будет условно гильотина, или все-таки свернет таким маятником в сторону. Может быть, и не то, и не другое. Так, забрал ножки. Пока не сказать, чтобы сильно опасно. Для того, чтобы сделать здесь удушающее, нужно, конечно, отключить шею того человека, которого душишь. Сейчас, видите, скорее наоборот, плечо чеченского спортсмена Шадида Абдурзакова отключено. А вот если он сможет, видите, потихонечку он подкручивает шею. Если у него это будет и дальше получаться, то да, тогда он действительно может задушить. Вообще это не так просто, как кажется. Вот сейчас... Вот тут хорошо, что он взял, для него хорошо, что он взял без руки сразу чистую шею. Но опять-таки это еще не гарантирует ничего. Ну вот близок кажется, что может, очень даже может быть здесь прием. Нурматов, но продолжает тут гнуть свою линию Шадид Абдурзаков. Борьба — это всегда борьба двух спин. А вот кто ресурс своей спины больше использует в этой ситуации, тот побеждает. В данном сейчас случае Адилет Нурматов. Абдурзаков вполне возможно очень много сил потратил.
И вопрос, насколько он свежим сохранился, как правильно сказать. Ну, сохранится после этого Да. действия, да. Потому что вот после таких ситуаций у одного в любом случае какой-то эмоциональный всплеск появляется. Да, от эмоций очень много теряется выносливость, кстати говоря. Если они работают, эти эмоции, против тебя. Ты, например, делал и не сделал. И это сильно сжигает твой ресурс для дальнейших выступлений. И наоборот, если тебе делали и не сделали, то ты после этого чувствуешь себя очень хорошо. Ты чувствуешь себя несколько более неуязвимым, что ли. Ну и продолжает Адилет атаковать. Да, он не кажется Накидывает уставшим. эти удары, да, и накидывают удары один за другим. Апперкот снизу от Шадида, ну и тут же двойку. Ну, Туда есть ощущение, что отправляют. этот бой, этот раунд за киргизским спортсменом. И очень интересно посмотреть, сможет ли некоторые новые ключи подобрать к бою Шадид и Абдурзаков. Очень многое сейчас будет зависеть от его угловых, насколько им хорошо удастся восстановить Шадида Абдурзакова, потому что очевидно, что вот посмотрите, как раз мы видели апкик, еще один. Был очень близок к тому, чтобы прямо в челюсть попасть, акцентированно. Чеченский боец, но повезло. Классный какой выход, переход на рычаг локтя. Прям классный. Ну и здесь вот с одной стороны активно закончил раунд, много накидывал Нурматов сопернику. С другой стороны, вот эти две попытки выхода на болевой и на удушающий, когда, казалось бы, очень близок был к успеху Шадид Абдурзаков. Как все это судьи будут оценивать, тоже интересно. Ну, одно мы знаем точно, так или иначе, но все-таки оценят. И победитель обязательно у этого раунда и у этого боя будет. Почему? Да просто потому, что нету ничьих. Вейсей и Вейсей Якингл, соответственно. Ну и в Гран-при, в принципе, не может быть. Такой формат, что в любом случае, да, надо выявлять победителя. В разносторонних стойках стоят бойцы. Левша, правой рукой вперед стоит киргизский спортсмен. Ну и посмотрите, какие хорошие руки у Бросается в Адилета глаза, что он Нурматова. уверен в себе, обратите внимание, да, то есть при том, что совершает некоторые ошибки, но такое ощущение, что чувствует в себе некий запас сил, атлетизма, возможно, то есть некое преимущество, которое позволяет ему все равно идти вперед. Довольно смело идет, поддавливает и, в общем-то, попадает. Ну, видно, что очень талантливый, достаточно мастеровитый парень. Вполне возможно, что в будущем вырастет в очень большого спортсмена Адилет Нурматов. Да, и возможно и нет. Ну, по крайней мере, сейчас за ним наблюдать точно интересно. Однако обратите внимание, что позицию сверху занимает Алимхан. Ой, я прошу прощения. Шадид Абдурзаков. И тот же теряет эту позицию. В гарде сейчас находится Адилет Нурматов. И посмотрите, Нурматов наносит удар, оттягиваясь один за другим. Не Да. позволяет подняться сопернику. Снова в гарде. Попробовал так обойти ноги, не очень удачно, но тем не менее. Спокойно, уверенно себя чувствует киргизский спортсмен. Хотя, кстати, несколько больше опыта так-то по букве у Шадида Абдурзакова. Но все-таки, смотря на них рядом, понимаешь, что Шадид просто несколько меньше. Может быть, он меньше гоняет. Может быть, еще какие-то. Не всегда, если человек больше, это лучше, потому что можно много согнать, но не успеть при этом восстановиться. Здесь же нет, мы видим, что Адилет Нурматов вполне себе физически готов. То есть понятно, что и капельницы, скорее всего, ставили. Вот, и кто-то использует регидрон, кто-то еще какие-то вещи. Ну и многое зависит. Вообще у каждого весогонка по-разному складывается. Плюс
каждый организм по-разному на эту весогонку реагирует. Для кого-то 10 килограмм согнать это нормально, а для кого-то это чересчур уж много. И он Для кого-то теряет, шестая да, часть веса. да, он теряет свои лучшие качества. Ну, если даже эту весовую категорию взять. Да, многие говорят о том, что им с теми, кто больше работает, комфортнее, удобнее. Все всегда в каждом бою индивидуально. Ну и второй раунд. Несколько обостряет сейчас Шадит Абдурзаков. Видимо, все-таки есть у него желание досрочной победы, тем более, что в лиге, насколько я знаю, предусмотрены за это бонусы. Адилет Нурматов, наверное, хотели сказать. Да, я сказал, что это не так. Вы сказали Абдурзаков, а пока мы наблюдаем, что Да, Адилет Адилет действует Нурматов. в роли агрессора. И очень неплохие у него попадания. Классическая работа корпус-голова. На оттяжке бьет в голову. Ну, с учетом того, что это 14-й бой для нас, чего бы мне и не оговориться уже наконец. Бойцы за 15 минут успевает уйму ошибок, да, допустим? Да, позвольте уж немножко и нам. Рассчитываем на ваше великодушие. Да, безусловно, Адилет Нурматов, то есть видно, что, в общем-то, он имеет такое желание для досрочной победы, но другой момент, что он не имеет пока такой возможности. То есть все-таки блокирует все его попытки, как особенно усилить прессинг Шадит Абдурзаков. Была попытка ручного треугольника от Абдурзакова, но не сумел он зафиксировать замок. Сейчас боковой контроль от Адилета Нурматова. Да, немножко оторвал его снизу от себя Шадит Абдурзаков. То ли хотел подняться, то ли на ногу перейти, то ли, возможно, скрутиться за спину, что угодно. Но в итоге использовал это движение именно Адилет. 40 секунд до конца второго раунда. Если в первом были эпизоды и туда, и сюда, то сейчас мы видим, что практически в одну калитку эта пятиминутка протекает. Не то, чтобы как-то какой-то супер ущерб наносится. Нет, для него сейчас пока нет возможности. Но все-таки однозначность картинки, она вырисовывается. И самое интересное, нет просто простого контроля. То есть есть попытки улучшения позиции, есть добивание, есть их действия. немало. Достаточно активен Адилет Нурматов. Я просто поясню, кто не знает, вот почему, видите, спортсмен снизу сейчас убирает руки за голову. Даже просто голову держать в таком положении долго, и то тяжело. Если кому-то интересно, если единоборствами не занимались, попробуйте как-то с дивана, с кровати голову свесить и подержать ее, ну, хотя бы минут 5, например. Минуты 3 хотя бы. Вы уже поймете, что у вас голова-то оказывается очень тяжелая. Кстати, некоторые Поэтому так шею тренируются. нужно качать обязательно. Некоторые так тренируются у дивана, у кровати, качают шею. Вообще шея очень важный аспект, потому что от этого зависит то, насколько ты хорошо держишь удар. Да, да. И, конечно, ну и в борьбе тоже она необходима, потому что мы знаем, как только приходишь в секцию борьбы, в первую очередь тебя учат вставать на мостик и качать шею. Ну и плюс это, конечно, в принципе, ваша как бы безопасность. То есть при падении, при любых практически действиях лучше, чтобы ваш позвоночник, мышечный каркас очень плотно поддерживал, чтобы был ресурс мышечный. Помнится мне, когда в свое время тоже занимался борьбой, ненавидел я, приходя в зал. И такой факт теперь мы про вас знаем. Адам. Недолго, но греко-римская борьба. Хорошо сейчас обострил. Но, И посмотрите, кстати, как Абдурзаков пошел ва-банк. было ощущение, когда он, соответственно, выходил, что он эмоционально как-то решил обострить ситуацию. И Бузари сейчас берет на удушающий прием. Попытка номер 2. Тяжело будет это сделать. Тяжело будет сделать. Как раз мы говорили про шею. Очень сильная шея у киргизского спортсмена. И не ожидал, судя по всему, Адилет Нурматов такой вот прыти с самого начала раунда от соперника. Понимает, наверное, Шадит, что, скорее всего, по судейским запискам он, возможно, проигрывает, Да. так скажем. И надо И придумать нужно, что-то да, еще. конечно, идти, рисковать нужно. Необходимо, потому что это решающий раунд. И неплохие удары он все-таки до цели донес. Так, Попытка в маунт. и садится маунт, то ли за спину, а нет. Но он нет, не позволяет. Пытается встать. Удержаться Адилету
Абдурзаков. И посмотрите, там какая гематома под левым глазом у Шадида Абдурзакова. И сам он пробует идти в проход. Неудачно. Позицию снова занимает Адилет Нурматов. Ну, по крайней мере, вызывает уважение то, что так обостряет и как бы в некотором смысле ставит ва-банк Шадид Абдурзаков. Ну, еще вот примечательно, что Адилет Нурматов выполняет какие-то такие базовые классические приемы, именно находясь в борьбе. Он не пытается постоянно какие-то, скажем так, заумные что-то придумать. Он понимает, что навыки очень хорошие у его соперника именно в борьбе, именно в партере. Поэтому то, что он делает, наверное, вот то, чему учат в первый же день, когда приходишь в зал. Самые основные вещи, самые основные приемы, которые уже как бы Да. на уровне мышечной памяти. Вы знаете, я поддержу вашу мысль. Мы как-то спорили с моим замом по одному из проектов на тему того, что кто выиграет там в этом поединке. А там дрался один боец, скажем так, очень высокого уровня технарь, разнообразный, интересный такой. И второй, который хорошо пробивает двойки. Вот. А я как тоже любитель разнообразной техники, и как бы то, что нужно много уметь и делать. Я как бы говорю, вот выиграет тот, который технарь. Он говорит, нет, ты не прав. Побеждает обычно в такой ситуации тот, кто просто очень хорошо делает обычные двойки. Вот. Действительно, простая работа, она потому зачастую и классика, что она просто работает. Ну вот работает это и все. Почему вот сколько всего не придумали интересного, там, не знаю, ножниц, там, не знаю, бросков прогибом, захватом головы руки. А все равно все делают проходы, потому что они получаются. Потому что в большинстве случаев проходы — это наиболее надежная такая вещь. Ну и, собственно, дают нам поразмышлять на широкие какие-то темы спортсмены. И почему? По одной простой причине, потому что особенно ничего такого яркого, красочного не происходит. Несколько акцентированных ударов обостряет со своей стороны Адилет Нурматов. Ну и делает ровно столько, сколько ему необходимо для того, чтобы доводить дело до победного конца. Ну и посмотрите, сейчас взрывается Абдурзаков. Мол, давая понять судьям, что силы у него еще есть, да. Хорошо, не сломлен. Ну, конечно, Нурматов, конечно, я хотел сказать, Нурматов. Перепутали. Да. Ну, собственно, для нас с вами это уже по второму энергетику за сегодня. Есть еще? Есть еще. И не последнему. Поверьте, достаточно большая нагрузка. И пьем мы их только во время турнира, Да. многочасовых марафонов. Вот. Действительно, все-таки комментировать это не просто отдельно выражать какие-то удачные мысли, а это выдерживать определенный марафон и некоторые его качества на протяжении всего этого марафона. Здорово, хорошо работает лукиками киргизский спортсмен Адилет Нурматов. Да, красивый такой жест. Уверен в себе Нурматова. Все, завершается этот поединок. Ну, наверное, понимал, что времени для того, чтобы что-то изменить в этом поединке у соперника немного. И сам не рискует. Ну и зачем какую-то лишнюю травму наносить своему. Ну, плюс это способ запомниться. Да. Интересный такой. Однозначно он запомнился этим жестом. Ну, посмотрите, вроде бы 3 раунда, да, много борьбы, но как динамично этот поединок прошел. Поздравляем Адилета Нурматова, хотя вот мы спешим. Но, с другой стороны, вряд ли. Здесь, наверное, очевидно. Все очевидно было. Шадид Абдурзаков показал себя духовитым бойцом, а Адилет Нурматов, судя по всему, стал победителем в этом бою. Все-таки мы находимся не на Олимпиаде 2008 года, когда, как мы помним, судили поединок с участием Артура Бетербиева. Здесь судейство другого уровня. Не помните этот бой, да?
Посмотрите на досуге, когда один спортсмен попадает, а А считает другому, да? считает другому, да. Так, просто Мы я... сегодня вспоминали Газаева, с его ударил, он выиграл я. Но это, видимо, другая история. за все на моей памяти не было ни одного, наверное, такого вопиющего случая, когда в Бойцы единоборстве на середину. одного спортсмена Уважаемые поклонники смешанных боевых единоборств, в этом поединке по итогам 3 На то раундов. вы и столь авторитетный журналист, чтобы многое помнить. Благодарим вас за это. Четвертьфиналистом Гран-при в полулегкой весовой категории Шадид Абдуразаков. Шатой, Чеченская республика. Нет, не согласен с этим. Да, даже Шадид сам не согласен с этим. Сейчас какие-то недопонимания. Ни Шадид не согласен, ни его даже Прошу главы. прощения, уважаемые господа. Одержал победу и стал четвертьфиналистом боец из синего угла Адилет Нурматов, Бишкек, Кыргызстан. Ну и большой респект Шадиду, который тут же показал, нет, я не выиграл этот поединок. Это говорит о мужестве и Да, ну, достоинстве собственно, спортсмена. ничего ж такого особенно трагичного не произошло. Ну да, в этом бою он проиграл. Как проиграл? Решением.